5 дней прошло, волки не подходили, вообще не были. Все стоит на месте, стоит прекрасно. Ладно, сильно натаптывать не будем. Как зашли, так и уйдем. Не приходили. Наверное, скорее всего, в тот раз точно подъехал это, спугнул. Сейчас они ушли. Куда они ушли? Когда они вернутся? Но через пару дней домой поеду. По дороге тоже заскочу, посмотрю, проверю. Только так. Волк-то старый. Старый волк, опытный волк. Вот по такой кухте-то зверь-то подкрадывается, наверное, на прыжок. Ну вот когда снег вот так вот висит на деревьях, тут буран заведенный стоит, метров 10-20 отходишь от него, ну особенно в Чапырыге, и все, его не слыхать. В таких условиях, короче, по такой кухте я как-то вот дикого оленя вытрапливал. И вот что-то иди через вот такие вот, ну, буквально метров 7. Задняя нога оленя видно было. Смотрю, стою, смотрю на ногу, понять не могу. Что за это? Нога откуда-то нарисовалась. Зверь самого не видать, он не слышит. Потихоньку Масхалайте подкрадывался по такой кухте. Он, наверное, сейчас давит, запасается на голодную весну. Снега-то нынче много будет, а? Ну вот, скатался километров 4-5 отсюда. Последняя петля. И 2 петли-то вниз. Скатался, нету, не приходили, не рисовались. Тут воронье, что они оставили, все добили. Вот они кишки да эти шкур только оставили. И там в снегу вот это вот таз, который они не вытащили, тот целиком и валяется. Что-то у ворон, это как его, раскапывать привычки нет, что ли. Ладно, кровь. Как заводить. Это свежаком. Что-то не приходит уже, получается. Какое, если 9-го они от меня скаканули, сегодня 14, уже 5 дней прошло. И не подходит обратно сюда. Ну, видать, это все там спрятали, снег закопали. Хорошо прибрано, типа. Где-то еще кого-то задавили. Этот старый пират-то понимает, что к чему. Раз внизу, говорит, снегоход загудел. Человек там что-то взад-вперед носится, что-то думает ему готовить. Наверное, просек это дело. И не приходит куда-то, переместился. И вверх сейчас катаюсь. Где у меня баранка натоптана. Завтра. Послезавтра домой. Потом придется сюда еще раз прискакивать. Да не раз. Всю весну, наверное, буду кататься. Посмотрим, в зависимости. Вот. В зависимости от присутствия волков. Так, нынче снегу до хрена много выпало снег. Их должно это как его вытеснить на берега. Вытеснить до копытных. Они за копытными на речку и спустятся. Так что я
что будет. Будем надеяться. Безнаказанно давить копытных не дадим. Тут сколько? Вот за эти 5 километров след второй и парочка еще. 4 зубря. Вот один. Там-то один мелкий. Может самочка, может молодой. Тут поближе-то здоровый, а один-то. И еще парочка ходит. Матка. Сиколетка. Ладно. Поедем рыбачить. Ну и все, отрыбачились. Что-то ни одной рыбки, а? Вот на эти 3, 2. На 8 тычков. Ни одного налима. Вчера вечером по темноте приезжал. И вот на эту вот, на колотушку одну и вытащил. Колотушку одну вытащил. И все, что ли. Считай, тут тогда общая сложность. Вот на этом отрезке. Это сколько получается? Ну, 150. На этом отрезке 4 налима и все. Угу. Интересно. Положение. И все мелкие какие-то. Так-то, в принципе, в это время года налим должен икру метать. Или он уже отметал. Уже икру отметали взрослые и лежат. Отдыхают. Ну, рыб такое бывает, а после икры мета они дёрар, как его. Болеют, типа. Это, отдыхают, потом тут кормиться начинают. Может, такой период? Раз. А если икромет еще продолжается, икромет они мечут на это, ну вот на шуге, которая подо льдом, под перекатами копит, вот на этой шуге, говорят, икру скидывает. Интересная рыба тоже. Значит, он должен ходить по течению, да. У меня тут получилась курья. Ну, в принципе, там вон на том, на дальнем слабое течение есть. А вот на этих на этих уже течения нет. Может, из-за этого надо было под той стороной ставить тогда. С той стороны это течение больше должно быть. Или как? Не знаю. Это, видишь, тоже уметь надо, знать надо. Как без этого. Что-то не рыбалка у меня не заладилась. А. 3 галстука и 1 большой галстук. И все. Ну, до завтра пускай постоит. Завтра все равно снимать придется. Ехать надо послезавтра. Такая вот рыбалка. Ну, сейчас на мормушку пробовал. Там так-то несколько рыб подлетели. Вон на той, на дальней. Несколько рыбок подлетели, но не берут. Не нравится им сало. Не хотят они сало. О, сало наживи. Не хотят они сало. Поехали, наверное. Уже все, день кончился. Надо еще успеть. Вечером еще со снегоходом покопаюсь. Когда мне так вот с гаражом повезет. Хороший у них гараж. Свободный. Ладно. Вот они. Вот. С той стороны спустились. А? Это они, как позавчера, 2-3 дня назад вверх по Негучаю 17 километров были. А вот они буквально вчера ночью спустились. Так вот, ага. Спустились. И
Туда вверх не пошли они. Вчера я там, короче, где-то поближе к обеду тычки снимала. Где-то в обед тычки снимал, ездил. Вот буран гудел. Может, из-за этого они маленько здесь прошлись, вот до туда дошли и обратно развернулись. Как раз, наверное, и подшумел я их. Видишь? А этот рассказывает, что тут по осени Викторович, Виктор рассказывает, что по осени Павел Викторович их на снегоходе гонял, говорит, по речке. После этого он, видишь, боится этот старый пират снегохода. Тот-то, наверное, вот тот-то молодой, а газа-то тоже Ямаха у него. На Ямахе газа-то отдал, наверное, будь здоров. А он говорит, что без ружья был из-за этого. Так вот. Здесь изюбр копал, стоял. А эти волки к нему подошли туда, скачками туда ушел изюбр, и они за ним. Я подумал, что они, может быть, здесь в лесу его задавили, здесь над берегом-то. Пошел по следам, где-то с километр сходил, ни хрена не нашел, так обратно вернулся. Вот здесь стоял, копал, короче, вот они его шуганули. Вот туда вот загнали в лес. Я думал, может, догонят. Ну, зебренок-то маленький, не сильно большой. Погнали вот. Где-то с километр, ну, может, меньше. Сходил, снег-то уже глубокий, выше колена. Задавили зебренка. Вот туда вверх ушли. Вот. Километра 2 получается. Вон потом у склона гнали с той стороны. Здесь через речку перегнали. И вот здесь задавили. Хана ему. Зебренку, который каждый день ходил туда. Это где-то 8-9 километр. Почти 9 километров. Это резерват. Уже поздно. Надо сейчас это петлю поставить, так капкан воткнуть. Сволочь. Вот видишь, вот по такой кухне-то они подкрадываются, это хорошо. Видать, там на той стороне цепанули они. Там не завалили, ну, маленький, но видишь, селенки-то есть, а вырвалась, блин. Маленькая самочка, прошлогодка, наверное. Ладно. Начинаем работать. Вот там вот. Вот там вот задавили. Метров. Сколько? 40-50 от берега получается. Ну, видать, зебренок заскочить не мог. Там-то это, вот берег-то обрывистый. Вот там чуть подальше перегнали через речку. Вот прижали к этой. Так, может, один поверху скакал, берегу прижал. Вот там, да, вот под елкой. Ну, куда я поддержал. Вот туда зебренок заскочил. И один его там вверху перехватил. Метров 50. От этого второй, который сверху шел, а этот загонял на него. И там перехватили, где вот коряга видно, да. Там они его и разделали, зебренка. Капкан, пара петель. Видишь, здоровый волчара. Считай, вот предела 10 километров от кордона. Второй это уже случай получается, зебрен. Там где-то в 5 километрах, не отсюда 4, а дикий олень лежит, к которому они не вернулись. Вот туда бы пришли, на них-то, на обеих-то достаточно. Там самоловов понатыкан. И на тот переезд что-то не... Ну, они здесь были. Считай, буквально это они вчера вечером или сегодня ночью задавили. Так вот.
Да. Где-то через недельку бы обратно проехать, до сюда проскочить. И опять же бензин, блин. Бензин. Да и снегоход что-то уже доверие не внушает. Бедный мой друг. Чем их обыкар. Ладно. Опять по темноте ехать придется там. Перед поселком. Считай, сколько? Часа 3-то потратила, а? Где-то 12 я выезжала. Сейчас уже 4-й. Ни хрена себе время летит. Ладно. Вот изюбр стоит. Изюбр. Вот в кустах. Не различишь его. Так. Ну и где-то вот так вот. В этой области он стоит. Где-то. Это вот так вот. За кустами. А так-то видно должно быть. Шевельнулся, все, на берег пошел. На бровку пошел уже. А волки, вот эти вот два волка, они вот по этому ключу пошли. Ну, может, крутануться туда придут. Блин, жалко даже уезжать. Да ни продуктов, ни бензина, сейчас только доехать. Ладно. Ни хрена стая, блин. Это какой у нас километр? Это 40-й? Нет? Ну что это такое, а? А, сейчас GPS-ка вгляну. И сколько их тут? И не определишь. Тут подружки по следам ходят. Это вот те, которые 4, которые Виктор вверху по Негучаю потерял. Может, они? Это коли здоровые, а? А, это Тасюрех же, нет? Тасюрех. Где-то 35-й, 40-й. Это мне получается. А сейчас посмотрим GPS. Где-то до поселка 45, а? 45 где-то. Блин. Ладно. Блин же. Время позднее. Сейчас уже отработать. Завтра опять обратно прискакивать придется. Если что, найду.